Контролер – это как хозяин дома. То есть вот гости приходят, контролер должен и проверить все, подготовить, где-то что-то убрать, где-то что-то там. В общем, навести порядок перед встречей гостей. В кинотеатре я работаю с 98-го года. Устроилась контролером на самую маленькую зарплату по городу, что немаловажно. Но, тем не менее, со временем все-таки добились того, что и зарплаты достойные, и мотивация у работников есть работать. Но самое интересное, что я училась на бортпроводника, и то совершенно случайно отучилась, потому что пошла наперекор маме. Вот. Ну, по профессии я только практику прошла, и все, в общем, вышла замуж и сидела дома очень долго. Ну, профессия бортпроводника, она мне действительно помогла, потому что это общение с людьми, это нужно уметь практически все. Было всего там 28 лет, когда я пришла, то есть было все интересно. Раньше все равно люди были открыты и просто иногда приходили поговорить. Просто мимо проходящие, даже не зрители. И все равно общаешься, получаешь какие-то даже знания, у каждого стараешься учиться. Благодаря нашему директору все-таки мы держимся на плаву. Зарплату мы получаем вовремя, то есть у нас никогда не было задержек. Стараемся. В пандемию, конечно, было сложно то, что мы даже ничего вообще не зарабатывали, соответственно. Сейчас потихонечку оклемываемся, становимся на ноги. И надеюсь, что в скором времени у нас будут аншлаги прямо каждый день. К премьерам, конечно, готовимся. Во-первых, и зал готовится, проверяется аппаратура, соответственно. Ведется обычная работа, в принципе. Потому что, премьеры у нас бывают не так часто. То есть это у нас, на постоянной основе. То есть мы просто там готовимся, максимум усиливаем ту же работу контролеров, потому что, когда полные залы, немножечко сложновато. Ничего, успеваем. Нам нужны деньги на ремонт кинотеатра. Все-таки это центр города. Место встречи людей, ведь здесь же не только в кино ходят. Мы очень отличаемся от других кинотеатров, потому что мы стоим в центре. То есть здесь и свидания назначают, и дела какие-то решают. Очень много. Это прямо видно. Иногда с утра прямо приходят и прям бумаги раскладывают. Человек труда все равно, он начинает, наверное, с малого. И то есть сказать, что все и сразу получить, это все равно невозможно. Это все равно нужно учиться, всю жизнь учиться и отдавать частичку себя, вкладывать. Конечно, приятно общаться с людьми, которые доброжелательно расположены, и хочется сказать каждому, что это не просто приятного просмотра, а этот промежуток времени, когда он заходит в зал, сказать ему так, чтобы он запомнил это и пришел к нам еще раз.